Эфир нашего телеканала продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Наш гость сегодня Феодосия Габышева, председатель постоянного комитета Госсобрания Илтумен по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций. Феодосия Васильевна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Не так давно премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение федеральным органам власти до 30 мая разработать вопрос об источниках финансирования программы «Дети Арктики», а также о возможности ее включения в госпрограмму социально-экономического развития арктической зоны. Расскажите, как обстоит дело сейчас с проектом. Хочу сказать, что инициатива Республики Саха-Якутия, это Государственное собрание Илтумен Республики. Вначале мы инициировали на дальневосточном уровне, потом при поддержке главы Республики Арсения Сергеевича вышли на федеральный уровень. Хорошо, что на федеральном уровне уже есть понимание и поддержка. Минвостокразвития уже работает над включением данной подпрограммы, именно программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Участвует Министерство просвещения, очень надеемся, что и будет участвовать Министерство здравоохранения, и другие министерства. Мы какие цели и задачи ставим? Чтобы была государственная поддержка, адресная поддержка для детей Арктики, поскольку они находятся, можно сказать, в неравных условиях, и не только в климатических, и в отношении инфраструктуры и так далее. В первую очередь это будет поддержка по сохранению и развитию родных языков в рамках десятилетия языков коренных народов в целом мира. А также это внедрение новых технологий, в частности, это создание портала на многих языках, включая в перспективе иностранный язык, иностранный язык и английский язык. Там будут размещены материалы для детей, для учителей, также для родителей, и в перспективе для тех, кто хочет получить информацию. Но мы ставим, чтобы расширили направление. В каком смысле расширили направление? Это по сохранению и по оздоровлению детей, в частности, потому что в каких условиях наши дети, особенно в летнее время, находятся, тоже прекрасно знаем, поэтому именно по охвату отдыхом и оздоровлением. И конкретно это развитие инфраструктуры, модернизация инфраструктуры, потому что сегодня не везде даже есть благоустройство в наших учреждениях социальной сферы, поэтому, в принципе, ставим вопрос реконструкции, капитального ремонта, оснащения и так далее. И, конечно, упор делать на поддержку педагогов, которые работают в нестандартных условиях в некоторой степени, а также, конечно, туда же включили направление поддержки кочевого образования. Этот вопрос ставили мы давно, очень давно, можно сказать. Сегодня уже есть решение и поддержка Совета Федерации, Комитета по науке, образованию и культуре, а также, конечно, в целом вопрос будет рассматриваться на уровне Министерства просвещения, возродят деятельность группы, рабочей группы при Министерстве просвещения, и уже будут вноситься изменения в Федеральный закон об образовании. Но этого пока, как сказать, достаточно, чтобы определились по направлениям, по объему финансирования. На следующей неделе я собираюсь в Москву, чтобы встретиться и непосредственно, конечно, еще вести переговоры, чтобы реально видеть цифры, направления и так далее. Да, действительно, работы предстоит очень много, и хотелось бы, чтобы максимально сжатые сроки все-таки она была выполнена. Этот год в нашей стране объявлен годом науки и технологий. Насколько я знаю, вами были внесены предложения рассмотреть на федеральном уровне вопрос о статусе национальных академий субъектов. Расскажите, пожалуйста, об этом. В первую очередь, конечно, это приезд президента Российской академии образования Сергея Владимира Михайловича, встреча с главой нашей республики Арсением Сергеевичем, с научной общественностью. И инициировали в год науки именно на федеральном уровне и в рамках подготовки к столетию нашей республики, когда будут проводиться и круглые столы, обсуждения, дискуссии и так далее в Совете Федерации, чтобы поднять этот вопрос. Сегодня Национальной академии наук имеется только в 4 субъектах Российской Федерации. Это Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Чечня и Республика Саха-Якутия. Но везде структура разная и статус тоже разный. Мы хотим, чтобы нашу Академию наук, так же как и другие национальные академии,
признали высшим учреждением, именно научным учреждением. Сегодня мы вносим изменения в наш закон и будем инициировать обсуждение данного вопроса, чтобы была государственная поддержка развития региональной науки. Ну, в данном случае термин может быть не совсем соответствующий, а с другой стороны интеграция, кооперация, в целом проведение научных исследований с учетом территориальных особенностей, именно запросов субъектов, вот этот вопрос должны рассмотреть. И, конечно, это статус научных работников, научных сотрудников, чтобы у них и достойная зарплата была, и условия были. Ну, в этом отношении будем дальше работать. Ну и отношение к труду сразу изменится. Обязательно. В нашей республике этот год объявлен годом здоровья. И не секрет, что сегодня в общеобразовательных учреждениях вопросы и питания, и медицинского обслуживания остаются актуальными. Расскажите о ситуации этой. В рамках партийного проекта «Новая школа» данные вопросы обсуждались давно, обсуждаются на федеральном уровне. Мы инициировали именно на уровне Совета Федерации, чтобы отдельно рассмотрели, это пока на уровне Совета законодателей рассмотрели вопрос медицинского обеспечения именно в общеобразовательных учреждениях, в наших детских садах и школах. Да. Этот вопрос, конечно, он очень актуальный, но в связи с тем, что в 2012 году произошли изменения в федеральном законодательстве, сегодня имеются проблемы. Кто должен заниматься детьми, здоровьем детей? Это, в первую очередь, конечно, это медицинские работники. А сегодня то, что медицинские работники очень загружены, перезагружены, мы это очень хорошо знаем. Поэтому, в принципе, мы хотим, чтобы были специальные учреждения или там специальные структуры. И место работы медицинских работников именно в стенах общеобразовательных учреждений, чтобы повысить качество оказания медицинских услуг. Надо внести изменения в законодательство Российской Федерации об охране, в первую очередь, здоровья населения, в законе об образовании, это в федеральных законах, и, конечно, принятых постановлениях. Мы сегодня продвинулись, можно сказать. Позапрошлом году, в 2019 году, провели выездное заседание в Амгинском районе, чтобы опробировать разные модели, в частности, в сельской местности, что может быть. И сегодня, допустим, есть два варианта. Это вот создать структуру. Сегодня это у нас почти, можно сказать, есть вообще, то есть в медицинских учреждениях, вообще в учреждениях, к сожалению, лицензии медицинских кабинетов отозвали. Сегодня мы должны восстановить это, да, и чтобы это работники именно находились в стенах образовательных организаций. И по межбюджетным отношениям выплатить непосредственно расходы, которые понесут общеобразовательные учреждения. Это точно так же, как охрана здоровья и детей, в целом не только детей, населения, но и охрана здоровья и зависит от безопасности в наших образовательных учреждениях. Продолжая тему этой связки школы и медицина, вы являетесь региональным координатором федерального проекта «Новая школа», в рамках которого реализуется проект «Дети медиков красной зоны ЕГЭ-2021». Об этом расскажите, пожалуйста. Да, это очень хороший инициативный проект. Да, в первую очередь, конечно, в связи с тем, что в самый период, ответственный период, да, определения выбора профессии, подготовки к ЕГЭ, дети медиков в красной зоне остаются без должного внимания, можно сказать. Поэтому, чтобы поддержать их и организовать дополнительные консультации, именно инициировали данный проект совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. Я сегодня хочу поблагодарить именно и ректора Северо-Восточного федерального вуза Николаева Анатолия Николаевича, который сразу поддержал, и коллектив – это преподаватели, которые сегодня безвозмездно, бесплатно оказывают консультации для детей, врачей в красной зоне. Но это проект доброй воли, а таких проектов у нас достаточно много, можно сказать. Я в первую очередь хочу сказать, есть у нас проект «Учим, знаем» для детей, которые длительное время находятся на лечении. Это проект, который реализуется на федеральном уровне, и сегодня Национальный центр медицины
при поддержке Управления образования города Якутска, в частности 35-й школы, и при поддержке компании Samsung создали достойные условия, чтобы дети, онкобольные дети, дети, которые длительное время находятся в Национальном центре медицины, получают достойное образование. Это именно для поддержки детей. И третий проект – это специальная олимпиада для детей с нарушением интеллектуального развития. Для таких детей, чтобы они интегрировались, именно в помощь социализации этих детей, реализуется проект «Специальная олимпиада». Это дети, в основном это дети с болезнью Дауна, интегрируются непосредственно в среду обычных здоровых детей, и они могут вместе участвовать в спортивных соревнованиях, каких-то мероприятиях и так далее. Но это тоже очень хороший проект, но таких проектов достаточно много именно инициируется и образовательными организациями, медицинскими учреждениями. И я очень надеюсь, что они получат и дальнейшую поддержку. Я очень больше чем уверен, что это так и будет. В сентябре этого года, если все-таки эпидобстановка позволит, запланировано проведение Вилюйского образовательного форума. Расскажите о целях и задачах, которые форум перед собой ставит, как идет вообще подготовка сейчас. Это тоже продолжение проектов, которые реализуются у нас в республике, системно, можно сказать. В 2016 году мы провели Ленский образовательный форум, чтобы определить стратегию развития, обменяться опытом, непосредственно видеть интеграцию на международном уровне и так далее. Приняли тогда стратегию открытого образования. Многие положения этой стратегии уже выполнены. И, с одной стороны, пандемия нам помогла, можно сказать, в кавычках, чтобы мы ускорились в внедрении новых технологий. А также в 2019 году, как продолжение этого форума, мы провели именно такой форум при поддержке тоже главы республики в Верхневилюйском районе. Пригласили много наших партнеров, а в этом году мы второй раз проводим. Почему это мы проводим? Потому что для развития мегатерритории Вилюйской зоны, подготовки кадров, интеграции, объединения ресурсов и так далее, обмена лучшим опытом проводим вот это мероприятие. Но это, я бы не сказала, не мероприятие, а именно проект. Нашими партнерами являются Институт информационных технологий и образования ЮНЕСКО, институт, который находится в Москве, а также Министерство просвещения, Московский государственный университет, Высшая школа экономики, фирма Яндекс, также и другие структуры, которые нас поддерживают и с нами давно уже сотрудничают. Я думаю, что в этом году участников будет больше, площадок будет тоже больше. И мы думаем, что 24-25 сентября проведем на должном уровне, а с другой стороны и подготовительная работа, и в рамках подготовки, в рамках общих мероприятий очень много площадок, которые будут представлены в ближайшее время, чтобы люди могли видеть и могли участвовать. Сейчас полным ходом идет подготовка к столетию Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Очень много мероприятий уже запланировано. Расскажите, как парламент готовится к этой знаменательной дате? Во-первых, будут дни Государственного собрания Ултумен в Совете Федерации. К этому мероприятию мы уже готовимся. Это продолжение 25-летия, которое в прошлом году отметило наше Государственное собрание. Также, я бы сказала, есть инициативные тоже проекты, в первую очередь, в рамках подготовки кадров, а также именно развития традиционных отраслей. У нас перечень единых мероприятий по реализации стратегии развития Дальнего Востока и Арктики. Включено одно мероприятие, это в 2022 году, в сентябре будем проводить международный чемпионат по традиционному оленеводству. Это в целях именно имиджа, в первую очередь, Арктики, поддержки молодежи, а также, конечно, это поднятие престижа именно профессий, которые связаны с традиционной хозяйственной деятельностью. Феодосия Васильевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии была Феодосия Габышева, председатель Постоянного комитета Госсобрания Илтумен по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций. Берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. До встречи в эфире.